Абхазия принадлежит теперь не только вам. Абхазия принадлежит всему Кавказу. Абхазия будет республикой свободы. Абхазия обретет свое истинное лицо. Абхазия вернется к своим истокам. И для этого Абхазия заплатила дорогую цену, и в том числе и мы тоже, народы Кавказа. Когда распался Советский Союз и появились новые независимые государства, малые народы оказались в уязвимом положении. Идея консолидации витала в воздухе. И в это сложное время должны были появиться лидеры, которым бы поверили народы Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. Когда мы почувствовали, что Советского Союза может и не быть, а что же будет с нами? Этот вопрос уже возникал в середине 80-х годов, точнее говоря, с 87 года. В 87 году мы уже явно чувствовали, что Советский Союз может развалиться. Мы уже это явно чувствовали. По поведению лидеров Советского Союза, по их лексике, артикуляции, это уже отличалось от предыдущих лидеров советской страны. И потому как бы кровь звала нас. И первым это почувствовал, я вам скажу, Геннадий Аламья. И он заразил этой идеей и меня тоже. Но, во всяком случае, я тоже проникся и убедился в том, что мы сами не в состоянии отстоять себя без какой-либо извне поддержки. И вот мы ездили несколько раз по Северному Кавказу, встречались с разными людьми и везде находили понимание и поддержку. И когда в 80-м году произошло это событие, тут же они среагировали. И среди приехавших там были из Чечни, из Ингушетии, из Осетии Северной, из Кабарды, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии. Фактически все республики, из всех республик было. Но Муса Шанибов выделялся своим внешним видом, производил впечатление. Своим словом, своей искренностью, своей открытостью. Он даже был чрезмерно открыт, что не особенно делали горцы, в том числе и кабардинцы. Он был предельно открыт. Он был искренен. И трудно было ему не верить. Он мог убеждать эмоционально, красиво, с красотой своей мысли, своей души. Вот таким я его запомнил. Таким он был до конца своей жизни. И он был с нами, плотно опекая нас, и во время войны. Он получил здесь ранение, о чем он даже, как вам сказать, он героически это тоже перенес. Никому об этом он не говорил, никому не жаловался, что он ранен. Он был такой, что его личная жизнь – это жизнь общественности. Он был по-настоящему общественный человек. Вы не можете представить, конфедерация. Это прозвучало как государственное образование. Благодаря абхазской интеллигенции удалось Верховный Совет СССР убедить, и мы провели в 90-м году съезд малочисленных народов Советского Союза. 43 народа мы там собрались. Мы там создали ассамблею малочисленных народов СССР. Верховный Совет СССР понял, что за конфедерация и что народы Кавказа хотят.
Мы были миротворческой организацией. Мы в Махачкале проводили заседания парламента и президентского совета. Приезжают туда южно-осетинская делегация и говорят: 3 года христианский мир не мешает, Грузии нас уничтожают. И если конфедерация нас спасет, мы принимаем ислам. Можете представить себе, до какого состояния народ был доведен? Приезжает батальон Арцинба, абхазский батальон, и смотри, что происходит. В течение 1 дня мы прекращаем 3-летнюю войну уничтожения южно-осетинского народа. Абхазия набирает авторитет через конфедерацию, и авторитет конфедерации растет. В это время, когда война началась, 14 августа я был в Стамбуле, и там 15 генералов там собираются, я им говорю: у нас есть министр обороны конфедерации, он будет в Абхазии. Когда я в Стамбуле об этом говорил, Судан пересекал границу ПСО. Можете себе представить, вот какое совпадение событий, как мы предвидели и как мы не опоздали. Муса Магомедович Шанибов родился в 1936 году в Кабардино-Балкарской АССР, в селе Старая Крепость, ныне город Баксан. Окончил юридический факультет Ростовского университета, кандидат философских наук, работал 2-м секретарем ЦК ЛКСМ Кабардино-Балкарии, был доцентом кафедры политологии, руководил лабораторией по межэтническим и межрелигиозным конфликтам, автор 11 монографий. Муса Шанибов, Юрий Мухамедович Шанибов, он для нас и Муса, и Юрий. Это легендарная личность эпохи конца 80-х, начала 90-х годов. Мне кажется, что в той ситуации в конце 80-х нам повезло, что на исторической арене появилась целая плеяда кавказских, таких общекавказских патриотов, я имею в виду представителей Абхазии и Северного Кавказа, которые могли отвечать на новые вызовы. Начиналась эпоха больших потрясений, и в это время появляется эта плеяда молодых людей, более зрелого возраста, личностей, которые могли взять на себя ответственность в переломный момент. Да, и среди этих личностей, конечно же, выделялся Муса Мухамедович. Это абсолютный харизмат, хрестоматийный такой харизмат. Но его лидерские качества, они подпитывались очень такой необычной энергетикой его речи и его слов. Да. Я не знаю, слово «ритор» иногда используется в очень положительном смысле, иногда не очень, как бы, да. Вот для меня вот ритор – это вот настоящий оратор. Он был настоящим оратором, он совершенно необыкновенно владел словом. И иногда мне казалось, что не сами слова имели большое значение, а вот некие эмоции, энергия, которые исходили от этих слов. Редко вообще у кого бывает такой дар, и в этом смысле мне кажется, что Муса Шанибов был воплощением многих наших традиций абхазов, адыгов, чеченцев, ингушей и так далее. Вот нас, вот именно коренных народов, кавказских, вот он воплощал какие-то очень древние старые традиции, и как будто в нем жил какой-то код, такой вот, мне казалось, откуда он? Вроде бы время такое, вот какое-то другое, мы настолько изменились за 20 век, за 20-е столетие. А вот он, когда говорил, мне казалось, что в нем говорит все вот это наше героическое прошлое, вот это было в нем, это ты просто чувствуешь, а вот проанализировать, почему так получилось, это очень сложно.
Ну, это, конечно, был и остается достоянием нашей истории, не только истории Абхазии, но истории народов Северного Кавказа тоже. Когда вспыхнула грузино-абхазская война, Шанибов от имени Конфедерации народов Кавказа обратился к народам Северного Кавказа с громким призывом о помощи Абхазии всеми возможными способами. И добровольцы в первые же дни войны поспешили через перевалы и кордоны на помощь нашему народу. Иногда мне кажется, что вот эти ребята, которые пришли сюда, которые не только пришли, а там, которые работали, я же среди них, и что они настоящие нарты. Они вернулись из этих веков, вернулись, они сделали свое дело и опять ушли в вечность. Вот такие ребята. Один из них, это, конечно, Муса Шанибов. Очень сложный человек, но в корне своем, в стержне своем это был преданный нашему народу, ну, своему народу, конечно, но и нашему, а он и не очень и разделял наш народ от адыгского народа. Ну, совершил настоящий подвиг. Я к нему, ну, как к старшему брату так относился и отношусь до сих пор. Вот его нет сейчас, и все это время, все время его не хватает. Хотя я не могу сказать, что последние годы мы так часто встречались, но все равно я знал, что он где-то есть, слышал его голос. Мне этого было достаточно, потому что это, как ни странно, эти годы, предвоенные годы и военные годы, и после войны там несколько лет, это были самые лучшие годы моей жизни. Была какая-то надежда, какая-то уверенность в себе, и такое чувство, что, я думаю, многие так и думали, что если не я, кто? Я помню Мирода Гожба, Мирода Гожба, вот он в 60 лет пошел воевать, и когда спросили у него, почему ты вдруг этот самый, а если я, то кто? Если не я, то кто? Для меня, я бы его Мусой называл все-таки, а не Юрием, Муса Шанибов – это Гарибальди Кавказа. Вот я другого никакого не вижу аналога, сравнения. Человек, который столько сделал. Давайте не будем забывать, что да, конечно, он был первым председателем Ассоциации горских народов Кавказа, потом Конфедерации Кавказа. В конце концов, он сидел, когда началась наша война, он же сидел. Его посадили именно за то, что он призывал поддержать абхазский народ в этой тяжелой ситуации. И это всколыхнуло дополнительно людей. И уже народ, собравшись, потребовал его освободить. Да, он после этого приехал сюда, здесь организовал штаб конфедерации. Я просто помню прекрасно, что значило слово Шанибова вообще в нашем народе, да, и особенно после нашей неудачной мартовской операции, когда надо было идти к людям, которые горели, потому что судьба их детей была неизвестна, у кого-то они были здесь, значит, на стороне, занятой грузинами и так далее. Он находил те слова, которые не находили многие наши. Это правда. Я считаю, эту роль вообще нельзя переоценить. Ту роль, которую сыграл Муса Шанибов, не отрицая ни в коем случае другие роли, но вот в такой стабилизации ситуации внутри Абхазии, когда шла тяжелая война, ведь это очень тяжело, война идет рядом. Это не Великая Отечественная, где ты находишься, допустим, там здесь, а война идет где-то там далеко. Тут все рядом, все близко, все больнее, все зримее. И он находил, как говорить с людьми. И я думаю, равного ему в этом деле просто нет. Но когда мы увидели его лидера, да, Мусу Магомедовича Шанибова, да, во-первых, внешне очень красивого, интересного человека, да, и великолепного трибуна, да, умеющий тонко говорить с людьми, и тем более, что за его плечами огромный опыт работы с многими народами Кавказа. Он ведь знал всех замечательно, да? Он побывал во всех республиках
много раз, да, встречался с политиками, встречался с простыми людьми и так далее. И, конечно, у него уже к этому моменту, да, был огромный опыт работы с кавказцами. Кавказ вообще-то регион достаточно сложный, да, и народы, живущие на Кавказе, каждому народу нужен свой подход. Именно вот эта тонкость, подход к каждому народу, каждому этносу, он очень хорошо знал. И, конечно, в этом плане можно было у него учиться. Мне нравилась всегда в Мусе Магомедовиче его уверенность. Уверенность в том, что мы вместе можем отстоять наши позиции, нашу свободу. Мы вместе можем многое сделать, скажем, не только в войну, но и в мирном строительстве. Это и после войны, наверное, многие помнят его блестящие выступления в разных селах. В частности, Кутолов, в Чулово его выступления, в Лыхно и так далее. Люди с большим удовольствием и одушевлением слушали его. Он умел людей убеждать. Он умел сердца зажигать, да? Этим он отличался. И еще, конечно, Кабарда, это ведь практически мы с ними составляем один этнос, да? Да, абхазо-адыгский языковый вет, мы говорим на одном языке, да? И, конечно, мы очень близки, мы настолько близки, что с полуслов друг друга понимаем. Почему как раз, когда началась война, такое движение началось в Кабарде? Конечно, это движение он зажег. Но посмотрите, сколько людей его поддержало. Посмотрите, как его поддержали женщины, поддержали мужчины его, да? Когда мама приводила своего сына и сажала в автобус, который едет в Абхазию, мама сажала и говорила: сынок, держи там выше голову, покажи, на что способен наши братья, на что способны мы, кабардинцы, защищать своих братьев. Это ведь не каждая мама может это сделать, но это же было, это было видно, это было слышно, и это до нас доходило. Я вот в этой связи хочу один такой маленький момент вспомнить. Мне надо было во время войны перебросить одну установку зенитную на вертолете. Да? Он в вертолете не помещался, надо было его разобрать. А сложности были, мы его разобрали, но вместе с этой установкой, боевой установкой, мы в этот вертолет посадили 40 кабардинских ребят, молодых, красивых, симпатичных. Это был такой очень ощутимый десант для блокадного Тхорчал. И когда вертолет сел, мы выкатили сперва эту технику, борта вертолета были открыты, и вдруг оттуда выходят рослые, красивые, вооруженные до зубов, многие с бородами, с усами и так далее. Народ, который находился, а там всегда было очень много на площадке, куда вертолет садился, да, многие мамы со своими детьми, чтобы оттуда улететь, да, потому что ситуация была очень сложная. И когда народ это увидел, они просто ахнули. Женщины бросились, начали целовать ребят, дети начали плакать, женщины расплакались. Вы знаете, я сам едва сдержал свои слезы. Но этот вертолет улетел обратно абсолютно пустым. Вот какую надежду они нам туда в Тхорчеле привезли. Конечно, все это делалось с его одобрения. Ведь каждый перелет, особенно что касалось представителей народа конфедерации, да, он же это контролировал. Он знал, какое количество, кто командир. Он со всеми поддерживал связь. Конечно, это был человек неимоверной воли. Это был умнейший человек, тонко понимающие наши кавказские узлы, вот эти вот межнациональные, межэтнические и так далее. И, конечно, он был для нас просто вот, да, это тот портрет, который я всю свою жизнь буду помнить. Абхазы, вас мало! Нечестный, неправедный бой! Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Абхазы, вы правы. Не вы начинали войну, не вы ради кресла и славы вторгались в чужую страну. Не вы ради кресла и славы вторгались в чужую страну. Не вы по себе шили шубы из мертвых фашистских идей. Не вы брали деньги за трупы расстрелянных вами людей.
Я с вами, ребята. Стрелять я могу, как пою. Имею на это я право. Прошу меня числить в строю. Имею на это я право. Прошу меня числить в строю. Абхазы, 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 свободолюбивый народ, во славу седого Кавказа. Вперед, мои братья, вперед! Во славу седого Кавказа! Вперед, кавказцы, вперед! Если зов другого народа не вызвал бы такой реакции всех остальных народов, там много причин. Прежде всего, причина, мне кажется, первая причина, которую можно назвать, почему народы откликнулись на зов Абхазии, это потому что сам абхазский народ был решителен в отстаивании своей свободы, и он был готов на любые жертвы для того, чтобы отстоять свою свободу и в этой ситуации обрести свободу, заплатив любую цену. Когда началась война, ну, это было, очень хорошо помню, в октябре, Муса Мухамедович приехал в Гудауту, и он решил как бы перенести деятельность Конфедерации народов Кавказа в Абхазию, и это было логично, понятно, и он решил создать в городе Гудаута оперативный штаб КНК. Да, и он встретился с добровольцами, он, конечно, встретился с руководством Абхазии, он плотно, значит, с ними работал, а затем занялся реализацией этой задачи, этой идеи. И именно так получилось, что вот в этот период я оказалась рядом. Как это случилось, я, правда, не все детали знаю, но время было такое, что судьба как-то преподносила нам такие сюрпризы. Мы начинали заниматься вещами, которые мы никогда не умели делать. С начала войны, когда Абхазское радио стало вещать в Гудаутах, в принципе, я человек, который абсолютно не была знакома с радио, так получилось, что меня попросили начать вести русскую редакцию. Сначала в русской редакции я была в единственном числе, в общем-то, до осени так и получилось, где-то до конца октября. И как раз в это время в Гудауте оказался Муса Мухамедович, и он сказал, что ему нужен человек, который ему будет помогать в реализации этой задачи. Почему-то, кажется, на собрании даже вот с добровольцами это произошло, кто-то ему сказал, что, не знаю, надо вот попробовать начать это делать с Ириной Агарба. Вот. И я, правда, не понимала, что мы будем и как мы будем работать, но я не сразу оставила радио. На радио уже появились другие люди, когда ситуация немножко стабилизировалась. А я вот перешла к Мусе Мухамедовичу. Значит, организовали оперативный штаб. В принципе, я возглавила, можно сказать, пресс-службу, да, вот, этого центра, этого штаба. И затем уже, значит, появилась идея телевизионной передачи «Вместе через беду», как ее позже назвала. Вначале эта передача не имела вообще никакого названия. Появление Мусы Шанибова в Абхазии — это было явлением. Думая об этом времени, мне вспоминается 1975 год, когда впервые в Абхазии побывала делегация, абхазская делегация из Турции. Это было явление. Мужчины, взрослые, плакали как дети, как приезжие, и так и принимавшие. Примерно то же самое было в 1989 году, когда из Северного Кавказа, от которых мы были как бы отлучены, мы их не видели, мы их не знали, они нас не видели, они нас как бы забывали. Немало же год
прошло, немало же времени прошло в этом разрыве. И для нас их появление было, еще раз повторяю, явлением. Оно вселяло в нас большие надежды. Мы уже как бы были настолько духотворены, так прибавилась сила в нашем организме, в нашей мускулатуре и в нашем духе, что мы уже никого и ничего не боялись. И смерти не боялись. Вот такое впечатление они произвели в нашем обществе. И меня лично в том числе. Хотя я Мусу Шанибова знал еще раньше. Шанибов был очень смелым человеком, очень отважным человеком. Это просто, когда ты читаешь там учебник по истории Абхазии, и идет список такой сухой, и в учебнике по-другому и не сделаешь, да, людей, значит, которые представляли конфедерацию и поддерживали в Абхазию несколько человек, да, вот мне кажется, что молодое поколение мало что могут почувствовать, если они, конечно, дополнительно не будут изучать эту нашу новую современную историю. Почему я говорю, что он был смелым, очень отважным человеком? Если бы в тот период, вот скажем, как сегодня Россия поддерживает нас, да, такое же было бы руководство, которое проводило бы вот другую политику абсолютно, я понимаю, что Шанибову не было бы так тяжело. А там ведь официально проводилась абсолютно другая политика, и идти вразрез с этой политикой, это было не так просто. Муса Шанибов, и, кстати говоря, он был президентом Конфедерации народов Кавказа, а Юсуп Сасламбеков, он возглавлял парламент, значит, КНК. Это вот два, на мой взгляд, выдающихся человека, представителя конфедерации, которые делали такие смелые заявления, очень смелые заявления, и после этого свободно передвигаться и жить в России. Это было очень сложно, и вы, наверное, помните, что Шанибов подвергся политическим преследованиям, гонениям, его даже посадили, и, в общем-то, начавшиеся акции протеста и так далее как-то вызволили его. Но я помню, даже когда он был задержан и так далее, абсолютно он не упал духом и держался очень хорошо, и свою политическую деятельность он продолжил. То же самое мы редко, почти не вспоминаем Юсупа Сасламбекова. Я думаю, что еще есть имена, которые мы должны лучше знать, и, может быть, пока есть возможность, пока все это не затерялось в истории, о них узнать больше, написать, записать, снять передачи там, и так далее. Юсуп Сасламбеков, вы знаете, он очень трагически погиб потом в 90-х. Это абсолютно замечательный человек, столько любви, столько преданности было с его стороны по отношению к Абхазии. Мне кажется, что мы должного слова вот, еще не сказали, должного внимания по отношению к его памяти, конечно, когда его уже нет с нами. Это очень важно, и я просто надеюсь, что мы должны это сделать, и мы это сделаем. И вот такие люди были рядом с Мусой Шанибовым. Дальше, я помню, как Муса общался в селах Гудаутского района с людьми, понимаете, это в основном были взрослые, чьи дети, ну, пожилые уже люди, чьи дети в это время находились на фронте, находились на позиции. И, конечно, для мобилизации всех сил и для того, чтобы все поверили в то, что мы выиграем эту войну. Ведь это не просто было поверить в это, правда, очень сложно было. Это сейчас уже, когда прошло столько времени, мы можем, может быть, иначе описывать свои внутренние ощущения, свои надежды и так далее. Но это было очень сложно. И он умел
вдохновлять, вселять эту веру, нужные эмоции, нужная энергия, нужные слова, они у него всегда были. И казалось, что он никогда не готовился ни к каким выступлениям и так далее. Он умел так зажигающе говорить, что... А это было очень важно. Вот как раз-таки зажигать, давать вот такую эмоциональную поддержку, моральную. Это было не менее важно, чем с автоматом оказаться на позиции на фронте. Так что он и для мобилизации наших внутренних ресурсов, внутренних сил, и для мобилизации вот, поддержки на Северном Кавказе, конечно, сыграл колоссальную роль. Вот. Муса Шанибов не в 90-х тоже, после войны. После войны он, несмотря на то, что он потерял в Абхазии своего единственного сына, и не буду сейчас подробностей, что и как произошло, но потеряв своего единственного сына, он все равно не ушел из Абхазии, скажем так. То есть Абхазия для него не стала чужой. Политической целью Госсовета Грузии было упразднение абхазской автономии, лишение абхазского народа языка и культуры и полной его ассимиляции. Мы прижались к могучим плечам своих единокровных братьев, протянули к ним руки за помощью, и они ответили нам крепким рукопожатием. Владислав Ардзанба. Есть элита, которая поддерживала нас с Северного Кавказа, да, это Заур Налоев, это тоже Юрий Хамзатович Калмыков, но особняком совершенно стоит Шанибов, потому что это поддержка там и поддержка здесь. И то, что он после войны сюда приезжал, преодолев свою обиду, связанную с гибелью сына здесь, да, он все-таки приехал сюда, он преподавал в университете. И я хочу сказать, что он был хорошим другом и хорошим отцом. Очень хорошим отцом, очень заботливым. Я вот смотрю, как это можно было, вот его забота о жене Риме, да, вот несмотря на то, что он такой настоящий кавказец, да, как это чувствовалось, вот переживания по поводу ее болезни и так далее, но это невозможно передать. То есть этот человек во всем был человечище, и в семье, и за пределами, и в борьбе. Я помню, когда вот в 2013 году мы впервые так широко отметили День добровольца здесь, как этот человек был рад. И уже, значит, когда мероприятие закончилось, расходились все, он подошел ко мне и говорит: послушай, я, говорит, тебя хочу поймать на одном. Ты там сказал, что здесь в городе должен быть памятник добровольцам. Да? Сказал? Сказал. Значит, я надеюсь, что я доживу до того времени, когда этот памятник будет. Ну, потом произошли определенные события. Вот, но сейчас я должен сказать, что есть поручение президента. Значит, администрации города поручено найти место, где установить памятник добровольцам. Посмотрим, что они предложат. А Министерству культуры условия конкурса на памятник. И вот это маленькая толика моего долга перед, значит, Мусой Магомедовичем. И я рад, что мы смогли обустроить его могилу. Вот это просто тоже вот то чувство, то тепло, которое к этому человеку испытывает в Абхазии. Поэтому, когда наша власть предложила, что давайте мы будем финансировать, я сказал, что нет, не надо, пусть это будут народные деньги. И в такой сравнительно короткий срок мы смогли собрать эти деньги. Вот, и сделали могилу, которая не уступает другим. И самое главное, там есть надпись от благодарного народа Абхазии. И мне кажется, вот это самое лучшее, что мы могли сделать. Вот вечная память ему, долгих лет жизни, Риме, супруге его, дочке, внукам. Никто в Абхазии сейчас, потом, спустя многие-многие годы, десятилетия, столетия, не имеет права забывать имя Мусы Шанибова. Вот в этом я абсолютно уверен. Конфедерация народов Кавказа, она достигла пика в своей деятельности, в своей значимости и роли именно в Абхазо-грузинской войне, в нашей Отечественной войне. Вот. После нашей войны это движение сходит
со сцены. Конфедерация ушла раньше, чем ушел Шанибов. Я не знаю, как он это переживал. К сожалению, вот такого глубокого доверительного разговора не было. Я жалею об этом. Когда ты записываешь интервью по поводу какого-то события и так далее, это одно. Вот как-то вот 20 лет спустя, вместе через беду, вот как раз, когда отмечали 20-летие Дня Победы, я пригласила его, мы общались, но тоже ведь разговор был вокруг Победы там, и так далее. А вот по поводу конфедерации мы уже перестали тоже говорить, интересоваться, и что он ощущал, он переживал за это, или он понимал, что время другое, эпоха другая началась, такой почвы, как раньше, теперь уже не было и так далее. И вот уже как будто вместе с победой Абхазии эта конфедерация отошла не на второй план, а вообще на самый какой-то последний план. И, ну, потому что, опять повторюсь, уже время было другое. Да, и 90-е годы, они были очень непростыми, тяжелыми в России. Поэтому там уже многое поменялось. И, конечно, роль конфедерации в Абхазии – это замечательная история, абсолютно очень важная, очень важная. Может быть, такой опыт ценный, который в какой-то степени, хоть на какое-то время объединил наш Кавказ, Абхазию с Северным Кавказом, я имею в виду. Я как-то помню, даже Владимир Владимирович сказал вот при встрече, сказал о том, что у вас, когда я сказал о том, что мы очень благодарны, конечно же, России, но благодарности я не хотел бы, чтобы мой народ стоял на коленях и благодарил, и в то же время протягивая руки. Я хочу, чтобы мой народ добром в силу своих отвечал на добро, которое несет нам Россия. Он говорит, нет, вы не стоите на коленях. Говорит, у вас была национально-освободительная борьба долгие годы, десятилетия, говорит. У вас была война кровавая, говорит. У вас и послевоенной поры, и мы постарались вам объявить блокаду, говорит. Мы должны вам помогать, помогая вам, мы помогаем себе. Ну, такие вот очень мудрые слова, которые я впервые от высокопоставленных людей слышал. И я к чему это говорю? Вот тот же Шанибов как-то сказал эту великую вещь. Ну, начали говорить, вот вы пришли, вы нам помогли, вы нас спасли. Да, это так и было. Так и было. Я абсолютно уверен, что если бы не Северный Кавказ, то с нами обошлись бы совершенно по-другому. Та же Россия Ельцинская. Это, когда весь народ поднялся, я не имею в виду только тех, кто пришел воевать, а весь народ на Северном Кавказе поднялся в защиту Абхазии, тогда там начали понимать, что если они будут к Абхазии так относиться, как относятся, то они могут потерять и Северный Кавказ. И сразу это на моих глазах повернулось вот отношение к Абхазии. Это я сам почувствовал на своей шкуре, как это поменялось, как было в 3 месяца первые, как потом это все было. И Шанибов сказал, и опять вернемся к нему, сказал, что да, мы пришли на помощь, мы не могли сидеть дома на помощь к своим братьям. Но были те, кому нужно было помогать, если бы не было бы того народа, который встал сам на защиту, кому мы могли бы помочь. Вот есть народ, мы есть братья, мы пришли, но он достигал своей цели. Сколько таких случаев было, когда он сел на вертолете со своими друзьями в Лохнашта, прилетел, как это все воспринималось, как это все делалось. Ну, я
просто его судьба очень трудная, и очень трудная судьба. Он потерял сына. Ну, кое-кто может сказать, что сын там в чем-то был виноват, это все, но он потерял сына, он привел сына своего сюда. Его супруга, через которой все это проходило, через их дом. Их дом был моим домом. И это вот через его супругу, великая женщина, его вот такого большого, как я говорил, терпеть, а еще потом его друзей не менее ненормальных тоже терпеть. Не то, что не просто терпеть, а принимать их как своих братьев, это она умела. В неравной борьбе маленькая Абхазия победила, удивив весь мир. Это похоже на то, как в сказках человек побеждает мифического великана. Юрий Калмыков. В 2007 году съемочная группа абхазского телевидения приехала в Кабарду, чтобы записать новогоднее поздравление Мусы Шанибова. Его пожелания народу Абхазии актуальны и в наше непростое время. Я знаю, что народ абхазский, я после ранения, в моих жилах кабардинской крови не осталось. Мурман лег рядом со мной, и из вены в вену он отдал мне абхазскую кровь. Я выжил. Следовательно, я абхаз сейчас по крови, а по остальной конструкции я еще остаюсь кабардинцем. А так как всем Кавказом занимаюсь, это тоже общекавказский. Если вот эта политическая идеология, политическая мораль, понимание того, что в единстве мы спасемся, а врозь, особенно внутри самой одной нации, разрыв и противостояние, и в особенности ненависть, которую иногда вот мы там видели, к сожалению, это ненависть, это очень опасно. И поэтому я желаю благополучия абхазскому народу, я желаю счастливого Нового года, я желаю дальнейшего углубления нашего братства, и я желаю преодоления всех проблем, которые нам мешают. И я желаю, чтобы это было годом, когда мы за дела, которые в этом новом году сделаем, чтобы в конце, подводя итог, еще планируя следующий год, чтобы не пожалели, что мы что-то не досмотрели и что-то мы увидели. Успехов, счастья, благополучия и счастливого Нового года, дорогие братья абхазы.